О судье Андреева я тоже буду рассказывать, она очень поучительна в определенном смысле. Но пока, почему вот после стольких лет, об этом я тоже скажу отдельно сколько, он продолжает раскрываться. Вот я попросил включить просто контрольный отпечаток, потому что очень многие из них, большинство, не реализованы. И у меня возникло горячее желание, при том, что я на земном шаре главный специалист по Андрееву, возникло горячее желание сделать альбом неизвестного времени. Причем, конечно, развернуть уже специальным отбором его представление, прежде всего, как бы, наверное, оптикой. И мистика, это понятно. Но вот сделать такой отбор, который заставил бы зрителя вглядеться в его уникальную власть. Две темы, так сказать, самые общественно полезные, мне представилось необходимым сегодня выделить. Это то, о чем я уже сказал, собственно, феномен Андреева, пластический и мистический. Но, как ни странно, и его биографию представить как совершенно определенную творческую верность свободе. В то время очень трудно вообразить. Ну, теперь я сяду все-таки и буду тихо рассказывать сначала, как я с Николаем Ивановичем познакомился его лично. Хотя я 45-го года рождения, а он ушел в 46-м. Как-то в качестве земного социального у нас маленькая зацепка есть. 1982 год. Я уже 3 года в фотоклубе «Новатор», как заметная персона, потому что удивляю всех ураганным производством фотографических карточек, снятых однолинзовым смартфоном. Ну, сумасшедший до этого один был Евы, но больше сделали для того, чтобы самому себе, заодно всем остальным, доказать, что он это может. Это забросил. А у меня тогда были 2 северные экспедиции по космонавтами за 82 год. Вся линейка монок сделаны на малоформатном камеру. Конечно, чего мне очень недоставало, это знакомство с оригиналом. Вообще, это первый восклицательный знак, который я в сегодняшнем разговоре должен поставить. Я бы точно совершенно здесь перед вами не сидел и так вот размашисто не откровенничал бы, если бы в самом начале моей фотографической учебы у меня не было перед глазами вот этих самых авторских оригиналов. Конечно, в то время не было и каталогов, про интернет я не говорю. Про советское время, в общем, наверное, стоит сегодня напомнить. Никакой информации нет, но и, в общем-то, ощущали себя натурально мало. Кроме пропагандных фотографий советской ничем не занималась, а старая школа как-то была вытащена первый раз в 60-е годы, ну и потом снова ездили. Какие-то альбомы и издания я видел в мастерской своего учителя Георгия Николаевича Сашаева. Именно тогда у меня, так сказать, произошел правильный разворот в нужную сторону. Виденное совершенно совпало с моим желаемым, и какой-то процесс пошел. Но вот в 1982 году был 100-летний юбилей Андреева. И поскольку советское фото интересовалось очевидно, по необходимости еще художественной фотографии и фотоклубами, где она, собственно, и эта художественная фотография и жила. Они знали «Новатор», были какие-то контакты, но и
чего-то из моего видели на выставке. Именно поэтому я набрался, скажу, даже наглости, потому что там высокомерных особенно не было, но я этого не знал, казалось, советское фото, какая-то все-таки. И напросился к ним, или даже без спроса пришел на такой красный, темно-красный вишневый автобусный карбус, который вез всю редакцию в славный город Серпухов 1 октября на столетие юбилея. Вот такое вот событие произошло, я где-то там пристроился, нас повезли прежде всего в краеведческий художественный музей. Отдельно, чтобы, ну, так сказать, прибавить тем, кому надоело то, что всюду и везде энтузиазма, заглядывали в закоулок. Этот музей отнюдь не закоулок. После того, даже как он был хорошо разграблен Министерством культуры, которое всем сестрам поселянам в собрании сильно пострадало, в нем в основном это живопись, но не только. Сохранилась такая коллекция, что когда лет 15 назад был какой-то грабеж и потащили каких-то там малых голландцев, главный хранитель перекрестился и выдохнулся облегчением. Это было совсем не самое ценное, что у них было. Итак, выставка Андреева «Столетие». Это собрание, хранившееся у его сыновей, и не очень большое, но там было сколько-то вещей первого ряда самого вот этого художественного музея. Он там однажды выставлялся, не помню в каком году, это наверняка можно прочесть, по-моему, в 30-е годы. Первая выставка все. С ума сойти. Ну и что же я там увидел? Там были представлены работы разных форматов и разных жанров. В каких-то таких модных, когда сложных, основанных на царях хрома способов печати. Во многих из них, а их было на самом деле не очень много, они были форматы, единичный случай в его жизни, было явно заметно рукоприкладство. А были там какие-то его раскраски. Но больше всего меня поразили, а поскольку я так открыл первый раз глазки в 60-е годы на импрессионизм, так вот меня поразили его совершенно картинные, небольшие, с простыми сюжетами, кажется, этюдные вещи. Но глубина их и проникновение в тайну природы, прикосновение, вхождение в нее были такими, что забыть это было просто невозможно. И я тогда, конечно, не мог задуматься по-настоящему. Это была одна поездка, в сущности, может быть, часа 2 у нас было на просмотр, 1,5. Я пропустил какой-то человек, еще чего-то, неважно. Но это запало вот так совсем на всю жизнь. Именно как впечатление. В сущности, я столкнулся совершенно с изумительной монохромной живописью, но которая была сделана средствами фотографии. Уже задним числом, когда так, я стал прикидывать какие-то аналоги вот этой тишины или тревоги в природе, наверное, в связи с тишиной вспоминала разве что Сезанна. С тревогой и совсем немногие такие вот глубокие пейзажи Моне. Но Андреев для меня просто никому не проигрывал. Настолько все это было, наверное, еще из моих предпочтений небольших форматов. Кстати, о форматах я сейчас скажу, это важно подумать. Для меня это самые контактные формы, объясню почему. Для меня это всегда, на меня это действует сильнее, чем огромное полотно.
одна важная оговорка для понимания вообще вот, такого типа презентации, представления значимого оригинала, выставочного. Фотографический формат в эту стенку или хотя бы в половину, это обычно не было. Это изображение можно навскидку оценить просто по картине. Вещь вот такого размера, да там еще стоит вокруг человек 20, вещь вот такого размера требует личного контакта, а иначе вы не войдете. И вот в связи с этим я вспоминаю, когда мне маэстро Тоболина подарила камеру Борг, выходил такой уникальный альманах, по-моему, раз в год, а может быть и чаще, может быть даже до журнала, я не помню, выпускал его Стивенс. Он собирал в себя лучшие вещи мировых эксологов. И вот избранное, по-моему, с 8 по 15 год было вот в этой книге. Почему вспомнил? Да, найдете, есть на что посмотреть. Там всюду, естественно, поскольку это выставочный стен оригинал, формат 12 на 19 сантиметров. 16 там, на 27, это уже очень большой, небольшой, а очень большой размер. Многое, что здесь представлено, какая-то часть, по крайней мере, это увеличитель компьютерной формы. Выставка, теперь я отвлекусь и скажу о ней. Просто как она произошла на свет, это усилие самой старшей женщины, дочери старшего сына Валентина, Натальи Валентиновны, которая сейчас, не сейчас, сколько лет уже, так сказать, ангел-хранитель и Андреевского дома, который в страшном состоянии, когда уже очень практически не пускают. И там какие-то подводы вас выходят его фотографии. Ну и всякое офотографическое, сколько-то небольшое количество символов фотографий. И вот чтобы как-то Андреева совсем уж не забывали, она, понятно, какие все простые копеечки сделала, собрала эту выставку. Здесь включено место оригиналов, причем первого ряда играли только от них, можно было сегодня сюда прийти, это самое интересное. И так она попала, сделав какой-то круг по Московской области, пока все. Но вот, тем не менее, нужно отдельно, я с удовольствием это делаю, благодарить галерею классической фотографии, что она эту выставку дает. О своем дальнейшем знакомстве. Через 10 лет к 110-летию Николая Платоновича в Серпухове Центр фотографической культуры имени Андреева, который организовали его младший сын и, главное, несколько местных сумасшедших фотографов, он устроил первый, когда Союза не было, но тем не менее всесоюзный, так получилось, фестиваль пикториальной фотографии. А перед этим я познакомился уже коротко с Сергеем Николаевичем и получил полный доступ ко всей его коллекции. То есть пропущено через вот эти глаза там внутрь не один раз. Приходилось мне видеть относительно недавно об этом отдельные замечания. И то немногое, что яркое и промежуточное, что очень важно, что сохранилось в этом самом художественном музее из собрания.
А вот теперь я отвлекусь от художника Андреева и немножко расскажу о нем как о судьбе художника в частности, и иначе я об этом не говорю, определенном примере для нас. Мне иногда в поле зрения попадают современные фотографы примерно того же направления. Москва, Санкт-Петербург, по-разному, не важно. У всех, к сожалению, с одной стороны, слава Богу за цивилизацию, а с другой нет того круга общения, в котором можно было показать, так сказать, процесс вот этой вот самой творческой реализации. Я вырос в кипящем котле новатора. На сайте все это в статье «Альма-Матер» подробнее описано. Это, конечно, не призыв вот всем так вот собраться, объединиться, едва ли возможно, но тем не менее, не отказывать себе в какой-то возможности обмениваться. Потому что интернетный обмен, это можно сказать ни о чем. Нужно иметь очень высокую зрительскую квалификацию, чтобы считывать изображение, получая представление о оригинале. Опять же, естественно, скажу языком электроники, когда какой-то узкий круг общается, предъявляя результаты, возникает, как у усилителя, когда часть сигнала заводится на вход, положительная обратная связь, дополнительная раскачка. И это, конечно, в нашем ужасающе разобщенном сообществе, это как шприц глюкозы на марафоне. У Андреева такой круг был. Это его земляк Василий Улитин. В Москве, тогда ведь железка тоже работала. Ну, может быть, паровозик пыхтел от Серпухова. Не 2 часа, как сейчас электричка, а 3, но это никому не мешало. И к нему приезжали многие. И Еремин, и Клепиков, Иванов Аллилуев, по-моему, тоже бывал. В общем, какая-то вот такая вот, сказать, так, улей, не улей, но гудящая масса была. Второе. Она, эта масса, существовала в советское время невероятно долго. Несмотря на то, что уже в 20-е годы фотографический интерес, я не говорю сейчас о пропаганде, существенно сдвинулся. Все стали сходить с ума по движению. У таких, можно сказать, отпетых классицистов, как Свящев Паола, я печатал его негативы своими руками. Был в биографии такой лет 20 назад эпизод. Стекляшечки делить на 12, 13 на 18. Вот эти самые обнаженные и почти обнаженные тетки со вскинутыми руками, с каким-то мечом, еще что-то. Все Ильич, он надышал на все. И не только в театральной области. Движение. Что еще? Разумеется, несмотря на очень высокую выставочную активность по мировым салонам, в Советском Союзе эти фотографы такого типа, понятно, они были не очень нужны. Разгромные статьи появились несколько позже,
И нельзя сказать, чтобы на такого активного 20-го года художника, как Андреев, это не действовало, конечно, действовало. Ну, чтобы немножко представить себе, как эти люди себя чувствовали, давайте вспомним теперешнее модное выражение от всего этого, извиняюсь, геббельсовского отродья, пятая колонна. На всех, кто способен хоть что-то произнести честно вслух. Андреев ни в чем себе не изменял. Даже когда их неизвестно кто вытащил покататься по каналу, он сделал фотографии, которые вполне укладывались в его стиль. Конечно, никакой мистики там не было, но вот та фотографическая культура, качество изображения, пластика всегда оставались при нем. Из Крыма он привез тоже Андреева, а никого другого. Хотя, наверное, там что-то было тоже такое. Курорты для стахановцев, еще чего-нибудь такое, в общем, всякие веселые ребята. Это не его, деревня, с которой он ездил, не коснулся. Сегодня, как, впрочем, и в 80-е годы, представлять то, что, если слова интересно появились, не в тренде, не в мейнстриме, извиняюсь, выражение, было тоже ровно так же не очень просто. Тем не менее, вот какие-то фотографы в 80-е годы позже стали этим заниматься. Не могу не вспомнить, как проявление вот этой же свободы, то, что вовсе не в 90-е, а в конце 70-х, в начале 80-х в Советском Союзе уже появилась настоящая социальная фотография. И вот не знаю, наверное, не стоит забывать и тех очень ярких фотопропагандистов, не хочется даже их этим именем называть, которые все-таки сохранили, меньше, чем фотоклубы, конечно, для нас фотографическую культуру. Но в основном она все-таки сохранилась в фотоклубе. И это опять некоторый такой, странный призыв, конечно, но напоминание о пользе свободы. Теперь к Андрею конкретно. Здесь есть один предварительный и очень важный посыл. Фотографии, говорят, потихонечку умирает. Умирает как вид творчества, хотя, как всегда, слухи преувеличены, но, тем не менее, объективный процесс объективен, извиняюсь за злобную тавтологию. Появляется видео, из которого можно вытащить любое изображение, утрачивается представление о том вообще, что такое творчество, чего оно стоит. Можно, скажем, за неделю снять целую выставку, а я тут в качестве козырного туза 2000 знаменитый Великорецкий крестный ход снимался 17-16 лет. Правда, очень много, 162 фотографии. Русский север 11 лет, 87 фотографий. Но это не для того сказано, чтобы здесь всех насмерть перепугать, а скорее для того, что если мы чего-то задумали всерьез, а скорее не задумали, а как-то внутренне захотели, и это всерьез действительно не жизненно разрушающе, а жизнестроительно, то тогда
автор точно позаботится об этом художнике, и материал, который будет непредсказуемо, слава Богу, за фотографией по этому поводу, приходить и формировать себя сам. Вот это весь мой опыт. И не потому, что как-то, ну так я совсем отрицаю всякие там замыслы и прочие благоглупости, а потому что художник, он должен быть умнее и глубже человека. Хотя двое одно и то же лицо. И поэтому так как-то претендовать на трезвую оценку и понимание, во всяком случае, я за собой такого вспомнить точно не могу. И вот на этом месте я перейду, впрочем, еще одну вещь надо сказать, к Андрею не забуду, почему, но чуть позже. Одна из великих трудностей для сегодняшнего фотографа реально это то, что не только фотографии, все изобразительное мировое искусство сейчас у нас на интернетной кнопке, и накоплено его немерено. И вот такая вот убийственная, для меня очень понятная, злобная параллель. А чего я очень не люблю, и литературу, и особенно фильмы о Христе, и вообще всякие вот эти вот евангельские истории. Прежде всего, конечно, кино. Потому что все это опускание вниз, примитивизация. Не хочется говорить профанация, потому что намерения все-таки какие-то бывают правильные. Но всякий, кто вкладывает какие-то слова в уста Иисуса, должен отдавать себе отчет в том, что он конкурирует с Нагорной проповедью. Всего лишь. И поэтому. Это снова не для того, чтобы вас здесь сидящих не пугать, Бог избавит. Скорее для противоположного. Я здесь уже повторюсь, просто не спешить представляться и потихонечку набирать материал до тех пор, пока он не начнет сам себя строить. А когда он начнет сам себя строить, автор уже знает, как выделить одно и отодвинуть другое. Ну, теперь я себе позволю, пожалуй, то, чего я никогда не делал в отношении Андрея. Попытаться его оценить, ну, в контексте достижения мирового искусства в этой самой области, которая он принадлежал. О нем говорят еще и как о жанристике. Но с пейзажем все понятно. Самые громкие слова уже были высказаны в начале, и здесь я ничего не добавлю. Но вот когда уважение обязывает объективность, смотришь на его жанровые вещи, видишь, что он постановщик просто из его. То есть никакой. Большинство его вещей, мало того, что статично, они еще по позам, по каким-то ну, не хочется говорить фальшиво, но и это тем более заметно для тех, кто хорошо знает второго равного великого, их двое только, пикториалиста, его чуть-чуть старшего современника Сергея Лобовикова, Веточа. У него все поставлено на фотографии. У него только крестьянский жанр. Ничего другого он не снимал. Но когда смотришь вот эту монохромную живопись, обобщал он рисунок отчасти разведением резкости, но прежде всего тем, что печатал только двумя рамами. По крайней мере, первый период его творчества, непременно найдите его в интернете, он очень хорошо, в отличие от Андреева,
сохранилась вся коллекция. Вот. И поражаешься тому, насколько вот это вот вживание, в том числе в психологию действующих лиц. Удивительно. У Андреева еще подобное. Есть сколько-то удачных вещей, но на них, как и на пейзаже, поразительным образом видна его вот эта вот пластика, без которой, можно сказать, Андреева не было. И вот сейчас я, да, ну что еще? У него есть несколько выдающихся портретов. Один из самых выдающихся, совсем немного, это не его область, хотя профессионально он занимался бытовым портретированием. И вот, кстати, о свободе. Вырабатывал какую-то норму на пропитание себе и семье, оставлял там чему-то печатать, что-то делать, кто-то помогал, штатив с камерой на плечо и пошел. Причем в любое время, по-моему, дня и ночи, не только уж времен года. У него с оптикой, в связи с оптикой, есть одно необычайное свидетельство. В биографии вот написано, я не буду распространяться, если кто-то что спросит, я вспомню отдельно, что Сергей Николаевич рассказывал. А с оптикой вот что. Там перечислен, кажется, здесь есть лист отдельный, его наградной перечень. И есть одна очень интересная цитата, важно, к какому времени она относится, что Андреев, русский художник Андреев, использует одному ему известные приемы. По-моему, это написано в 25-м или 26-м году. Это уже начало кризиса, золотого заката пикториализма, который в то время знал о себе все. И удивить макрологов, западных салонщиков чем-то было невозможно. Я совершенно уверен, что он удивлял их именно своей опытом. Он не был виртуозом Брамойли, хотя прекрасно это делал, каким-то особенным. Вот таким вот. Делали Брамойли в Европе и в Америке превосходно. В Эмиарабе он практически не печатал, я не видел ни одного отпечатка, сделанного в технике Эмиарабе. Масляные отпечатки, ну, может быть, и были с переносом или без переноса. Брамойли тот же масляный процесс, но с переносом. Делается матрица, в нее вбивается краска, вот, соответственно, такая вспухшая желатина, а потом она раскатывается на обычную бумагу. Брамойли с переносом. Несколько раздавливается зерно, при этом прикатывается. На ровной линии, короче говоря. Андреев это делал не лучше, не хуже, чем другие. О нем правда, вот это еще одно важное добавление, я все-таки не могу не сказать, как о человеке весьма разносторонне одаренном. Это имеет отношение к его оптике, ради такого вот свидетельства его возможностях рук. Я доложу, что он флейтист, кларнетист, профессионально играл в театральном оркестре. Была коллекция флейт у него в свое время, пока он еще работал фотографом, что-то зарабатывал. Моторист, что я условила его службу на каком-то броневике. Моторки свои были, конечно, рыболов такой высокого класса английского. Чего только он не делал. Ну, бальные танцы мы прочитали. Здесь нет его одной изумительной фотографии. Обнаженный по пояс, он стоит с двумя гантелями, вот этот вот красавец. Ну и, в общем, так. Античной Греции стоит призадуматься. Что бывает? Все.
руками, почему я об этом вспомнил. Он, конечно, мог сделать все. Рассказы о нем как о печатнике, таком, для которого это было, все эти сложные технологии не главным в жизни, если можно так выразиться, возникли вот почему. Тогда не было никакой литературы. Один историк фотографии советский, официальный, Валерий Морозов, как его звали, я даже не помню. Пикториалистов он, естественно, не любил. Не скажу, что обслуживал только пропаганду, но тем не менее. И вот про Андреева было написано то, что кочует из статьи в статью. С русским языком тоже здесь некоторые проблемы. Главное у него происходило в момент печати. Что это за многочасовой момент? Это вопрос не ко мне, но вот в момент печати. Никакого отношения к действительности, конечно, это не имеет. Я подозреваю, что он печатал достаточно легко, просто потому, что знал, что ему нужно. Сейчас, пожалуй, отвлекусь, и это необходимо сделать, скажу несколько слов о судьбе его наследника. Это, в общем, тоже фотограф, у которого собирался здоровенный архив, повод для размышлений. От него очень мало что сохранилось. Так получилось, что он тяжело заболел, у него была странная манера жениться перед мировыми войнами. Так вот, овдовев, он женился уже перенеся менингит и будучи не очень дееспособным перед Второй мировой войной. И в это время уже очень мало что производить, естественно. И поскольку архив был не востребован, он как-то, может быть, с ним и не очень занимался. И у него очень много, как у любого нормального фотографа, пробной печати, изображений второго, третьего ряда. И, к сожалению, они всплыли на поверхность, когда его коллекция, части его коллекции, которая была у Василия Улитина, стала ходить по Москве. Попала, в частности, к Фибулой, которая настоящего Андреева не видала. Ну и, в общем, в разговоре она так полуприлично нашим выразилась, потому что, правда, когда в 1997 году она посмотрела на оригиналы Андреева и сразу пошла разбираться с наследниками, а сколько это стоит, ее направили по поводу возможности продать Колосову, и, кстати, после этого я отвлекаюсь для веселья. Я стал для нее прозрачным года на 4. То есть она могла поздороваться с человеком, который сидел со мной плечо в плечо. Это прямой взгляд, меня здесь нет, было. Смешная вещь, она прошла, слава богу, иначе я об этом не стал бы рассказывать. С ней даже сдружиться. Вот. Но с Андреем вот так. Его чемодан с изображениями главными, ключевыми, аппаратуры не сохранилась вообще. Негативов не сохранилось вообще. Оптики неизвестно. Одна легенда говорит, кстати, снова и снова отвлекаюсь, что у него какие-то западные объективы были особенно, не имеют никакого отношения к действительности, сразу говорю. Я подумал сейчас, что я тут шаг за шагом разоблачаю миф. Так вот, представление о его оптике приходится восстанавливать по контролю отпечатка. Она чудом сохранилась, я слышал это из уст его среднего сына Николая Николаевича, благодаря тому, что он штурман фронтовой авиации за какой-то подвиг получил, значит, краткосрочный отпуск, доехал до Серпухова, и наследие это просто спас, вот этот вот самый чемодан.
Если бы этого не произошло, мы бы с вами здесь не звали бы встретиться. Ну вот так. Из-за этого, в частности, ради справедливости и особого такого внимания к настоящему Андрееву, я свободно говорю и о его жанровых фотографиях, и, в общем, о том, что не весь Андреев это Андрей большой. А теперь к самому главному, что я хотел сегодня до вас донести. Поскольку я видел не только андреевские фотографии и всегда был ориентирован на свою собственную оптику, отнюдь не как что-то такое единственно возможное, скорее наоборот, мне были, в общем, любопытны какие-то искания с этой оптикой и с пластикой, которая меня самого на самом деле привлекала больше, чем моя. В сущности, я позволю себе здесь не в первый и не в 10-й раз сказать об этом пресловутом Колосове в третьем лице. Всегда, в общем, у меня была такая тенденция, у Колосова была такая тенденция вернуть этот реализм было на чистой фотографии. Сначала неосознанно, потом получилось, что осознанно это просто прямая фотография или всяких таких сугубых живописей. И это вовсе не значит, что эту живопись оптическую я не ценю. Ну, просто вот автору было нужно, чтобы я занимался вот этим, чем-то другим. Но изображение, которое на самом деле может давать однолинзовая оптика, оно, очевидно, мне каким-то образом, моему восприятию индивидуально настолько драгоценно, как и вот совершенно ритмический стих с мощными рифмами, вот такой совершенно по форме, когда как будто сам родной язык подставляет смысл под определенные звуки. Вот также вот эта пластика, чистая оптика, выраженная на изображении, она каким-то образом для меня действует. Особо, наверное. Ну, может быть, это только специфика зрения или психики, не знаю. Ну вот, у некоторых фотографов, я двух могу назвать, меня эти изображения просто шубесно. Моими моноклями лет 5, может быть, 7 назад начала снимать, наверное, могу сказать, моя ученица, так получилось, Ольга Бондаренкова, которая на самом деле, я нигде в интернете нет, к сожалению, не ищите. Нашла меня на самом деле по стихам, а не по фотографии, на одну встречу пришла, она так же, как я, любит японской поэзии. Очень полезное чтение фотограф доложил, особенно такого вот стиля. Так вот. И просто на свою крупную Соньку поставила сначала монокль 60 мм, мой обычный, потом 33. И если всякое дыхание этого самого Колосова, это с расстояния вытянутой руки и дальше, то у нее просто вплотную изображение, и там такое творится, что ее коллекция когда-то у меня желание с 3, наверное. Я вообще не испытывал ни малейшей потребности ни в каких выставках, в музеях я мог ее открыть, раскидать у себя на работе, небольшие изображения на принтере напечатанные. Ну, все, мне больше ничего не надо. И на мое счастье, в прошлом году или позапрошлом появился Стасис Шакарец. Может быть, их совместная выставка еще одного фотографа Александра Курловича будет осенью в этих стенах. На всякий случай. Они, правда, скажут, что без Колосова показываться не будут, мне придется неизвестному Колосову тоже раскопать. Небольшая компактная выставка. Так вот, вот этого самого Стасиса Шакариса, квадратные кадры, монокль 6:6 формат и совершенно поразительная выборка резкости, чего я ни у кого не видел больше. То есть у него, увидите, я надеюсь, по краям кадра
могут проявиться совершенно значимые сюжетные элементы вот здесь вот. А в середине будет такой расплыв с полным ощущением живого пространства, которое может дать только Магнит. И вот у него сколько-то таких вещей, и они, надо сказать, я просто так вот сильно расширили. Отдельное наслаждение было делать его выставку, она была в источном зале академическом. Есть такой подвальчик, библиотека детская имени Агнии Барто. Вот на всякий случай имейте в виду. Там фотографы уже не вставлялись, там когда-то живут на лавах. Вспомнил я вот этих двух ради чего? Ради того, что эти поиски не закрыты. Они возможны. Я, правда, в цифровом виде этого себе не представляю, маловероятно, но чудес никто не отменял. Но с оптикой, с самой для меня, драгоценен именно оптический рисунок, прямая фотография. В общем, жизнь только начинается, как показывает опыт вот этих двоих. Причем Шагаль распечатал на самом деле не на серебре, а сканировал негативы. Очевидно, какая-то чистка там происходила, небольшая, но вторжение в оптический рисунок не малейшее. Возможно, и принтерная печать. Я ответственно могу сказать, что возможно и цифровая фотография просто. И вот странные философы, мыслители говорят, что это только виртуальный материал. И прекрасно мысль. Мы все соображаем. Мы чуть-чуть бы познакомились с существующими технологиями. Ничего не стоит перевести файл в негатив. Надо, правда, очень хорошо знать, какой нужен негатив. Сам пробовал. То есть мне это делали, конечно, я компьютер первый раз купил полгода назад, и только для того, чтобы смотреть сайт Холмса. Но это делается совсем несложно. Это делается и на заказ. А дальше хотите контактная печать, хотите большой увеличитель. Вбить зерно можно в фотошопе. Если бы никто не рассказал, что можно делать с негативом, который плохо отэкспонирован, слишком контрастный или слишком чего-то еще, с этим фотошопом. В мокрой лаборатории человеку это присниться не могло ни в каком разумном сне. Настолько может гармонизировать изображение, нисколько не изменяя ни сюжета, ни оптического рисунка. А зерно вбить под любую пленку и под любую проекцию изощряется. Я это только по слухам говорю, говорят вот это. Поэтому, кстати, раз уж язык развязался, Колосова даже Бондолетова подарила Пентекс Каинс. Единственная чувствительность зерна я не умею вбивать, на которой я снимаю. Ну так, для себя. Это 12800. Никакого зерна не надо. И, конечно, только ЧП и JPEG. Живые камеры. Особенно если на объектив, у которого пластмассовый байонет, великолепный штатник, 17-55 накрутить легкий софтфильм. Короче, жизнь продолжается. Ну, а вот теперь о главном феномене Андреева. Отдохнули немножко, серьезный разговор. Я не зря говорил про рукодельщика. Фотографировал Андреев на... Тогда это были малоформатные камеры, полуформатных 13/18, в той терминологии формата 18 на 24 сантиметра. Вот. У него была какая-то форматка, и скорее всего, хотя зеркала на такой формат уже существовали, элемент такой, как это называется, вот реальный шаг, здоровенный такой зеркал, у него наверняка была обычная гармошка, но определенно он
сделал под себя какие-то уклоны и сдвиги, которые не мог пользоваться. И на какой негатив он снимал, неизвестно. Скорее всего, это было стекло, просто потому, что он прежде всего зимний пейзажист. А это, увы, для России, где, казалось бы, вот оно вот, где фотографов и фотографий, кстати, какой вам ключик сейчас подбрасывает, очень мало. Вот Андреев, он, как, пожалуй, никто из реалистов вообще, он зимний пейзажист. И на его контрольках, контактах, которые я смотрел, очень много зимних, причем совершенно поразительных, в том числе, зимних пейзажей. Значит, скорее всего, пластинка. Это мы начинаем расследовать. Дальше. Я вам буду пальчиком показывать, вы, конечно, пройдемся по выставке, что у него в некоторых местах смещается центр резкости. Если это обычный монокуль на жесткой камере, естественно, самая большая резкость, при этом фотограф сообразил, что можно края мазать, что там еще делает. Ну, сейчас это, кстати говоря, модно, я ничего про это не знаю. Вот. А здесь отчетливость куда-то смещается от центра, вправо, влево. И если приглядеться, то это в сторону того, что может условно в пейзаже называться сюжетным центром. Ну вот прямо у меня перед глазами, там на столу перед глазами, кажется, эта вещь называется вторая справа. Вот там самое резкое, на самом ярком пятне, это, как назвать, не знаю, какие-то шесты, линии, в общем, березовые такие палки, которые прижимают стену, совершенно отчетливо. И вот такая отчетливость в большей или меньшей степени, она у Андреева всегда где-то присутствует. И вот что это есть где? Он каким-то образом так собирал изображение, что оно сохраняло полную цельность, при этом не имея равномерной резкости по полу. Второе чудо, которое у него присутствует, собственно, везде, главное у Андреева. То, что я называл чудом мистики. Теперешний фотограф, ну сколько-нибудь грамотный, особенно цифровой и особенно знающий вот эти все правила, не просто должен здесь заплевать каждую карточку по нескольку раз. А где точка черного? А где точка белого? А где? Вопрос на засыпку. А кто-нибудь видел в природе черный, кто-нибудь видел в природе белое? Абсолютно белое, абсолютно черное. На природе просто. Не бывает. И вот Андреев особым образом чувствует природу, умел каким-то чудом, во-первых, подбирать средневзвешенную яркость, которая адекватна тому состоянию, которое он пытался воспроизвести. А, как правило, воспроизводил он такие тонкие переходные состояния. Суточные, погодные, сезонные. Вот эта вот средневзвешенная яркость и дает ощущение того состояния природы, которое он старался выразить. И второе, конечно, это внутреннее соотношение яркости. Именно поэтому ни белого, ни черного там нет. И вот высший пилотаж, на самом деле, черно-белой фотографии, давно выявленная, но относительно, что есть давно выявленная формула, это серое по серому. И вот когда при этом точно передается пространство, ты не можешь просто увернуться от этого. Яркой передачи пространства от серого до серого. Вот тут мы можем говорить в полный голос о монохромной живописи. А монохромная – это живопись. И еще одно очень важное, что выделяет
определяет Андреева как феномен, оптический феномен среди сегодняшних искателей. И правду вам скажу, дошло до меня только в этом году после просмотра контроля. Я после какого-то довольно длительного перерыва уже всматривался в них по-иному. Я не сильно рефлексирую обычно. Но задним числом мне все-таки хочется понять, что со мной произошло, если меня что-то изумило, что именно и главное за счет чего. Не зря же не состоявшийся физик. Так вот, почему у Андреева нет нигде абсолютной резкости, того самого, как говорят бытовики, волоска. Как ему это удавалось, потому что, в общем, на некоторых фотографиях, в каких-то точках, вроде бы точка, буквально маленькая, резкость совершенно отчетливая. Вот, пожалуй, продолжает доходить. Я вообще, когда говорю, я умнее. В основном перед нами этюдная композиция. Что имеется в виду? У него нигде нет, как вы видите, но я об этом, естественно, всегда знал, но никогда он мне это не проговаривал, как сейчас внутри. Нет обширных пространств. Таких вот широкоугольных. Что это значит? Это означает, что у него всегда была относительно длиннофокусная оптика. И это, в свою очередь, означает, что если там не было светофильтра, то в рисунке присутствовала еще и хроматическая аберрация. Продольный хроматизм, который размывает точку. Вы нигде этого не прочтете и никого не услышите. Я про Андреева говорю впервые вслух. И именно поэтому вот эта царапанная резкость отсутствия не вступает в противоречие с той меньшей резкостью, которая по краям пространства или по каким-то другим зонам. И вот именно такое сведение оптических качеств дает вот эту цельность рисунка, эту уникальную, ответственно говоря, монохромную оптическую живопись, которая изумляла строгих ценителей на фотосалонах в середине 20-х годов. Теперь, кажется, можно задать вопрос. Не пугайтесь, вот наконец, ну качество. Карточка у нас наши законы фотографические карточки. Ну а пока что есть спросить. А я могу вспомнить, чего еще Вопрос концептуальный. Вот эти монохромные отпечатки, имеет ли смысл сегодня колоризировать, или это кощунство? Вкладывать цвет? Да, есть люди, кто это любит, умеет, они берут... Раскрашивать. Да, столетних только два ответа. Один в цензурных выражениях, а другой да, с большим усилием тоже в цензуре. Да. Сейчас. Сначала все-таки я не удержусь, я расскажу об этом мировом процессе. Я не знаю, можно ли было так вот агрессивнее, тупее, безвкуснее испортить вот эту источающую тревогу черно-белую ленту Татьяны Илиозновой «17 мгновений действия». Вот все держится на этом черно-белом монохроме. Представьте ее даже просто миром. Это уже бред. Это уж раскраска. Французы сообразили раскрасить фанфан-тюльпан. Видел своими глазами.
натурный солнечный свет, вот такой вот, там тоже все размалевано, еще хотя, конечно, французы вкуса побольше, его зачем? Исчезает вся эстетика, которая идет от оператора. А с фотографией я не сказал, мне очень не хотелось про это говорить, но раз вы сказали, все-таки близнецы. У Андреева много раскрасок, некоторые просто конически на вкус. Я не думаю, что он это где-то всерьез сам наставлял. Ничего про это, правда, не знаю, но стоит предположить, что нередко бывая в Москве, он посещал лучшие музеи. И тогда уже можно было посмотреть и импрессионистов, ну, вот эти Щипинскую коллекцию народов, все это. Наверное, это просто хлопный пера. Когда его показывают, ясно, насколько это зависело от меня, выставка была с Фигловой, когда был пейзаж, изменила свое отношение к Андрею радикально. Был небольшой первый зал в Доме фотографии, так назывался. Не я, правда, показывал в Третьяковке, но даже как чего-то там. Вот. И, конечно же, на территориальных фестивалях 92-го и 97-го года Андреев там был Андрей. Ничего цветного там, естественно, возникнуть не могло. Другое дело, вот за этот крючочек я, как за ниточку я потащу другое соображение, что пикториализм цветной отнюдь не заказан. Я видел цветные, очень приличные фотографии, сделанные однолиниевой оптикой, совершенно живые. Это тоже вполне себе возможно. Но тут цвет надо поискать, который того стоит. Но живое пространство, если несколько дефорсировать цвет, можно вполне применять. Классичный в композициях Андрея очень простой, иногда вызывающий простой. Слово береза, отдельное пространство, ничего нет и глаз не вот. Он, тем не менее, иногда невероятно дерзок. Вы видите нижние точки, очень низкий горизонт, ракурсные фотографии какие-то вот такие вот, не знаю, не холмы, но какие-то уступы идут где-то дом. Или дом вообще где-то вот чуть не за линией горизонта, с крыши дым идет, тоже ничего нет. То есть композиционная дерзость была совершенно присуща. Еще один важный момент. Вот там есть одна фотография вдохновения. Вот там, стена, она такая ночная, лунный свет. Мы с маэстро Клюевым, одним из двух главных инициаторов создания Андреевского центра в Серпухове, изумительный совершенно художник фотографий, знающий Андреева примерно так же, как этот голос. Значит, мы с ним стояли там и переглядывали, потом слушали. Ты хотя бы слышал про это, но оба этого не видели. Это одна из популярных его вещей, она в любом варианте называется «Вдохновение Паши». А Паша — это Павел Максимов, друг местных художников. Она всегда была с таким морозным, с таким справом, с морозным утром, а отнюдь не ночью. И это я к тому еще, что вот имя упоминал сегодня, но не назову. Этот фотограф совершенно замечательный. Он привязан к своему впечатлению, к тому состоянию, своему состоянию, которое он пытается через изображение передать. Мне это абсолютно непонятно. Я вижу на негативе картину. Так вот, что я там, или так. Он хотел сказать, понятно, папа, будем реализовать. Что я там чувствовал, что я там видел, совершенно. У меня вообще фотографической природы отсутствует. Мне как фотографу воспринимать это главная ошибка мировой фотографии.
Сложилась композиция, да. Есть что-то, да. Чего из этого получится, понятия не имею. Что я чувствую, видите, я не чувствовал ничего. А вот когда оттуда начинает что-то складываться, вот, Андреев, почему я так вот пальцем тыкал? Это только потому, что Андреев совершенно не заморачивается. Эти состояния, это тайна природы просто не жила. Ну, а негатив, как известно, это черновик, который я не продолжаю, заболтал, все, встали, смотрите.